Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Главные темы этого утра. Всероссийское мероприятие продолжается. Намский район Якутии стал одним из лидеров региона по количеству переписанных жителей. Под наблюдением должно стать безопаснее. В Якутске появится комплекс автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Основатель Музея физической культуры и спорта Якутии и человек-легенда. Сегодня спортивное общество республики прощается с выдающимся спортсменом Валерием Пантелеймоновичем Кочневым. В Якутии сохраняется естественный прирост населения, и регион лидирует в Дальневосточном федеральном округе по показателям рождаемости. Согласно официальной статистике, в республике улучшается демографическая ситуация. Наиболее высокая рождаемость сохраняется в Якутске, Мирнинском и Нерюнгринском районах. При этом почти 40% новорожденных появляются на свет в многодетных семьях с 3 и более детьми. Высоких результатов удалось достичь благодаря реализации национального проекта «Демография». Всероссийская перепись населения продолжается. В Якутии Намский район находится в числе лидеров по переписной онлайн-кампании. Всего здесь прошли перепись 80% населения. При этом соблюдаются все антиковидные меры. Каждый переписчик привит, при себе имеет средства индивидуальной защиты. Более того, в рамках такого всероссийского мероприятия переписывают и иностранных граждан, постоянно проживающих в Якутии. Для них создана отдельная форма. Узнать переписчика просто. Каждый одет в спецформу, на бейджи указаны все необходимые данные, а также QR-код, по которому можно подтвердить информацию. Напомним, всероссийская перепись населения проходит в стране с 15 октября по 14 ноября. Принять участие в ней могут все граждане 3 способами. Через портал госуслуг, в стационарном пункте или дождаться своего переписчика и ответить на вопросы очно. У нас организована работа по переписи. В нашем участке работают 5 переписчиков. У них у всех есть определенные участки. Они выходят к жителям по телефону, могут договориться и подойти к ним домой или через портал госуслуг. Население могут подходить к нам на стационарный участок. На стационарном участке тоже есть планшет. Вот такой планшет, и мы тут переписываем население. С 3 ноября в Якутске будет функционировать мобильный комплекс автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на объездном шоссе. По словам сотрудников инспекции дорожного движения, такая практика повысит эффективность профилактики и снизит тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий. С начала текущего года на объездном шоссе Якутска произошло 5 дорожных аварий, в результате которых 2 человека погибли и 5 получили травмы различной степени тяжести. Причины таких происшествий – несоблюдение скоростного режима и невыполнение водителями транспортных средств требований установленных дорожных знаков. Отметим, что нововведенный мобильный комплекс будет фиксировать правонарушения как по ходу движения транспортных средств, так и на встречной полосе одновременно. Улицу Чернышевского частично перекроют в столице республики с 5 ноября в связи со строительством нового канализационного коллектора. Перекрытие улицы будет осуществляться отрезками. Отмечается, что асфальтирование и обустройство элементов дороги планируется закончить до 1 сентября 2022 года. На момент первого перекрытия будет изменена схема движения автобуса номер 1 по маршруту Дежнево-Гастелло-Чернышевского, чтобы сохранить доступ автобусного сообщения к оптовым базам. Далее, по мере перехода на следующий участок, маршрут автобуса будет запущен по улице Автодорожная. Пригородные автобусные маршруты 101, 103 и 108 будут направлены по улице Автодорожная. Для организации объездных путей предусматривается проезд по улице Крупской. Тем временем на месте ремонта проспекта Ленина ведутся археологические раскопки. 28 октября во время строительства дороги подрядчики обнаружили там человеческие останки. Тогда реконструкцию приостановили и начало работу следствия. Также приступил к исследованиям территории Департамент по охране культурного наследия республики. О деталях раскопок более подробно в следующем сюжете. Неожиданная находка застала врасплох дорожников. 28 октября во время ремонта проспекта Ленина подрядчики ожидали увидеть под землей что угодно, но не человеческие кости. Реконструкцию сразу приостановили, участок огородили, а следователи изъяли останки на судмедэкспертизу. По идее, вот эта вся территория площадь Дружбы, да,
там вот Троицкий собор и так далее. Вот сзади это все территория выявленного объекта Ленский острог. Границы его были определены уже где-то в 2016 году приказом Министерства культуры. Те работы, которые здесь проводятся, они не затрагивают, поэтому там раскопки требовать не будем. Ценность она может представлять, если рядом есть какие-нибудь другие археологические предметы. Грубо говоря, это может быть нательный крест, это может быть одежда. То есть это с точки зрения истории, это покажет, как люди одевались в середине 18 века. Теперь определить ценность останков предстоит Департаменту по охране культурного наследия республики и археологам. По предположениям историков, именно здесь стояла Тихвинская церковь 1740 года постройки. И, возможно, обнаруженные кости – остатки погоста. Ну и мы предполагаем, что там появился погост. Ну, как это в то время было принято, возле храма хоронили в первую очередь самых уважаемых, самых достойных людей. Вот если бы можно было найти надмогильные какие-то сооружения или плиты надмогильные памятные, то здесь уже сейчас это не получится сделать, потому что верхний слой-то уже снят. И поэтому что здесь было, сложно сказать. Поэтому мы только дошли вот до уровня, мы находимся на уровне верха этих погребальных камер. Главстрой впредь будет при реконструкции и капремонте магистралей исследовать территорию совместно с археологами, чтобы исключить возможность повреждения ценных захоронений. Мадина Халикова, Иван Яковлев, Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. В нерабочие дни республиканский волонтерский штаб оказывает помощь пожилым людям. Доставляют продукты питания, помогают передвигаться по городу для получения вакцины. По словам координатора движения, волонтеры работают по всей республике. В столице в основном трудятся студенты. Каждый день они получают несколько десятков заявок от пожилых людей и обрабатывают их в течение дня. Вместе с тем штаб волонтеров нуждается в помощи добровольцев. В первую очередь не хватает водителей. Штаб находится по адресу Орджоникидзе, 10. Желающие могут смело присоединиться к такому движению. Для этого стоит просто подойти в штаб или же написать в инстаграм-аккаунт штаба волонтеров «Добро ЕКТ». А вот заявки принимают по номеру горячей линии, которые вы видите на своих экранах. Волонтеры, которые являются выездными волонтерами, которые контактируют с населением, они все вакцинированы, ревакцинированы, получается. И те, кто в медорганизациях тоже находится с контактом с людьми, с большим количеством, тоже вакцинированы. Ну и по ПЦР тоже проходят, соответственно, анализы. Вот. И, конечно же, не допускаются к работе волонтеры, которые имеют признаки ОРВИ, либо гриппа, либо коронавирусной инфекции. Соответственно, тоже ответственность высокая. Каждый волонтер тоже понимает, что делает такую большую работу, где контактирует с большим количеством людей и заранее предупреждает, если что-нибудь может такое произойти. Министерство образования и науки сообщило, что российские вузы после 8 ноября могут продлить дистанционный формат обучения или самоподготовку студентов, а также организовать сдачу сессий студентами удаленно. Кроме того, российские высшие учебные заведения могут проводить сессии в дистанционном формате. В таком случае развитие событий учебным заведениям будет необходимо обеспечить учащихся методической поддержкой и предупредить их об объеме работы. Народов много, страна одна. Под таким лозунгом уже в 6-й раз состоится международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Акция проводится в единый период с 3 по 7 ноября в онлайн-формате на сайте miretno.ru и традиционно приурочена к празднованию Дня народного единства. Диктант позволит не только оценить уровень этнографической грамотности населения и их знания о народах, проживающих в России, но и обратит внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия. Отметим, что впервые диктант состоялся в 2016 году. Тогда участие в нем приняли 90 тысяч жителей России. Сегодня спортивное общество Якутии провождает в последний путь выдающегося спортсмена, патриарха национальных видов спорта республики Валерия Пантелеймоновича Кочнева. Каким его запомнили коллеги, ученики и соратники, смотрите в следующем материале. Имя Валерия Кочнева знают далеко за пределами республики и страны. Благодаря его любви к своей профессии и упорному труду сегодня о национальных видах спорта Якутии знают везде. Как рассказывают его друзья, после окончания Московского института физической культуры и спорта он сразу же вернулся на малую родину, чтобы начать развивать спорт здесь. Человек с высшим образованием стал работать очень хорошо. Замечательно начал. Сперва в педагогическом училище, в физкультурном факультете.
А потом, через 3-4 года, Якутский государственный университет. Там преподаватели, доценты. Ну, потом до последних дней, до ухода в пенсию работал там. Очень плодотворно работал. Он 1000 специалистов подготовил физической культуры спорта. Я очень горжусь. Он родился для счастья якутского народа. Это действительно так. Благодаря его многолетнему труду были разработаны целые комплексы физических упражнений, возрождены национальные виды спорта. Именно по инициативе Валерия Кочнева и его поддержки в Якутии начали проводиться спортивные игры «Манчары». Валерий Пантелеймонович – это наш теоретик, методолог, который конкретно основал правила и национальных прыжков, и, скажем, был основателем и масс-рестлинга, и так далее, всех национальных видов спорта, и северных народов, благодаря которому у нас в 70-е годы стали проводиться игры Манчары. Я смело могу сказать, что это Валерий Пантелеймонович у нас был основоположником игры Манчары, потому что он духовную силу, теоретическую основу дал этим играм. Также Валерий Пантелеймонович является основателем Музея физической культуры и спорта Якутии. Его называют человеком-легендой. Его стремление к высшему мастерству, неиссякаемая энергия, активная жизненная позиция являлись для всех спортсменов Якутии большим примером. И сегодня руководство Министерства спорта Якутии ставит вопрос увековечения памяти Валерия Пантелеймоновича. Буквально сегодня создается республиканская комиссия по увековечению памяти Валерия Пантелеймоновича Кочнева. Я уверен, что этот человек достоин, чтобы его память была навечно увековечена. Я, наверное, буду рассматривать все моменты. Это учреждение государственной премии, учреждение присвоения его имени созданному музею. Я думаю, там будут названы улицы и так далее. Он является почетным гражданином Нюрбинского района. Гражданская панихида пройдет сегодня, 3 ноября, в 10 часов в траурном зале «Реквием» по Сергеляскому шоссе. На этом у меня все. Мы следим за развитием событий. С большим количеством новостей вы можете ознакомиться на нашем сайте. Оставайтесь с нами.